ансамбль народного танца «Ликование», руководитель Аюна Циринджапова. Сегодня в этом зале звучат самые теплые слова поздравлений нашим именинникам. И сейчас вновь хотелось бы пригласить на эту сцену для поздравления начальника отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Республики Бурятия Бадлуеву Татьяну Алексеевну и директоров средних учебных заведений. А также мы приглашаем на эту сцену декана факультета музыкального и хореографического искусства Восточно-Сибирского института культуры и искусств Степанову Светлану Геннадьевну. Слово предоставляется начальнику отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Республики Бурятия Бадлуевой Татьяне Алексеевне. Добрый вечер, дорогие ребята, добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие ветераны. От лица Министерства образования и науки Республики Бурятия примите искренние поздравления с юбилеем. Хотелось бы выразить огромные слова благодарности. В первую очередь, конечно же, педагогам. Педагогам за ваш труд, за то, когда вы молодых ребят, те алмазы, которые поступают к вам в колледж, вы придаете им огранку, превращая их в бесценные бриллианты. Тот труд, который и ту душу, которую вы вкладываете в своих студентов, в ребят, конечно же, он приносит те плоды на сценах страны и мировых сценах, прославляя республику, прославляя наш родной край. Борис Борисович, примите искренние поздравления. Хотелось бы пожелать вам также идти к звездам творчества, к успехам, которые дают нам силы и дают нам вдохновение достигать все выше и выше вершин. Спасибо вам большое. Друзья, уважаемые зрители, мы продолжаем праздничный концерт солистов и творческих коллективов «Молодость, талант, вдохновение». Но сейчас вновь немного истории. Отделению бурятских народных инструментов исполнилось 50 лет. Официальной точкой отсчета истории отделения считается дата 1 сентября 1971 года. С того момента, когда директор Улан-Удэнского музыкального училища, легендарная Зинаида Богдановна Тагачиева, подписала приказ о создании отделения и назначила его руководителем Сергея Лазаревича Балдаева. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем их имена: Зинаиды Богдановны, Сергея Лазаревича и, конечно, их сподвижника Ардана Федоровича Занхоева. Благодаря их усилиям, знаниям, силе, вере и энтузиазму мы сегодня гордимся нашими музыкантами, педагогами и студентами. Именно они своим подвижническим трудом смогли воплощать мечту тех, кто стоял у истоков отделения. С самого начала особое значение придавалось развитию национальной музыкальной культуры, воспитанию профессиональных кадров, исполнителей на традиционных народных инструментах. Наши выпускники стали основой творческого состава оркестра бурятских народных инструментов театра «Байкал», который недавно отметил свое 80-летие. И сейчас в оркестре театра работают все наши выпускники. Наши выпускники ведут педагогическую деятельность в 14 районах республики и городе Улан-Удэ, в культурно-досуговых учреждениях республики, в системе общего образования, также в Иркутской области и Забайкальском крае. Оркестр бурятских народных инструментов «Арюн Дамок»
Это особый синтез фольклора и академического искусства, обладающий неповторимым, характерным тембром, ставшим в определенной степени музыкальным символом культуры нашей замечательной древней земли. Музыка Гурдармы Дашипылова, слова Цыренбазар Бадмаева и Цыдыпа Жамбалова. Сактохан Гил, солист, студент 4-го курса вокального отделения Виктор Базаров. Класс преподавателя, заслуженного работника культуры Российской Федерации Вячеслава Баиндаевича Елбаева. И оркестр бурятских народных инструментов Арюн Дамок, руководитель, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия Саяна Сергеевна Тапхарова. Чойдык, Хатадын Бужик.
руководитель, заслуженный деятель искусства Республики Бурятия Саяна Тапхарова. Следующий музыкальный подарок уже готов к аплодисментам. На сцене студент первого курса Иван Селецкий, класс преподавателя заслуженного работника культуры Республики Бурятия Татьяны Ивановны Красиковой. Сергей Коняев, скерца. Ваши аплодисменты Иван Селецкий. Сегодня в этот праздничный вечер мы не можем не вспомнить Вадима Иннокентьевича Анисимова. В истории отделения русских народных инструментов он сыграл огромную роль. После окончания родного училища его оставили в качестве преподавателя по классу баяну. Благодаря его настойчивости и энтузиазму баянное исполнительство набирало необычайную популярность, а количество абитуриентов увеличивалось из года в год. В 60-е годы открылись классы аккордеона, балалайки, домры и был создан оркестр народных инструментов. Одним из руководителей был талантливый педагог и музыкант Виктор Иванович Глухов. В 1987 году оркестр стал лауреатом Всесоюзного фестиваля народного творчества в Москве. Итак, музыкальный подарок. Выступление оркестра русских народных инструментов. Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Бурятия Василий Николаевич Сердюк. Александр Прибылов. Воспоминания о старинном романсе.
Оркестр русских народных инструментов. Руководитель заслуженной работник культуры Республики Бурятия Василий Николаевич Сердюк. Русская народная песня «Ах ты, душечка», инструментовка Олега Огнева, солист Саян Цимпилов. Саян Цимпилов и оркестр русских народных инструментов. Георгий Шендырев. Русская рапсодия.
оркестр русских народных инструментов, руководитель заслуженной работы культуры Республики Бурятия Василий Николаевич Сердюк. Его называют кузницей кадров в сфере культуры Бурятии и Байкальского региона. Колледж искусств имени Чайковского отмечает 90-летний юбилей. Зажигать звезды непросто, но здесь это умеют как нигде. 31 января 1931 года вышло постановление Совета народных комиссаров Бурят-Монгольской АССР о создании Бурят-Монгольского техникума искусств. С этого дня и началась история учебного заведения. Позже его назовут музыкально-театральным училищем, и в 1940 году ему присвоят имя великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Это имя, конечно же, ко многому обязывает коллектив педагогов и студентов. После распада Советского Союза училище переименуют в колледж. Колледж имени Петра Ильича Чайковского положил начало профессионального искусства в Бурятии. Уже 90 лет здесь совсем еще юных, одаренных детей со всех уголков Бурятии и других регионов выпускают в большой мир на большую сцену. Первые выпускники – первые солисты театров республики. Здесь знают певец, товар штучный. Одного вокалиста ведут к музыке несколько лет. Музыкальный колледж это является кузницей воспитания молодых специалистов по всем направлениям. Задача учителей колледжа – быть проводником будущих звезд. Объяснять все приходится с нуля. Здесь только углубленная подготовка и индивидуальный подход. У каждого студента свой педагог, который занимается с ним 4 года. Колледж искусств имени Чайковского – это родной для меня коллектив, родное для меня заведение, которое вошло в мою жизнь буквально 55 лет назад. Вот я ловлю себя на мысль, что в принципе путевку в жизнь я получил именно здесь. Колледж сегодня – это 14 отделений. Вокальное искусство, хоровое дирижирование, сольное и хоровое народное пение, эстрадное пение и звукооператорское мастерство, фортепиано, оркестровые струнные, духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра и, конечно, национальные инструменты народов России. Все это тоже колледж Чайковского. Студентов, как и много лет назад, учат хореографическому и театральному творчеству. Именно отсюда выпускают первоклассных артистов цирка. Сегодня многие из них радуют зрителей Государственного цирка Республики Бурятия в цирке Дю Солей. В колледже обучают дизайну, а это станковая живопись и декоративно-прикладное искусство с народными промыслами. Мастера художественной керамики тоже выходят из этих стен. Многоуровневая система образования. Сегодня колледж – это многофункциональное учреждение. В его структуре детская школа искусств имени Бауерпилова. Там готовят учеников для поступления в колледж, и учебно-методический центр по образованию. Курирует все детские школы искусств по республике. Задача колледжа сегодня – поиск музыкально одаренных детей. Сделать все, чтобы в будущем они успешно вошли в профессию. Здесь давно установили партнерские связи с высшими учебными заведениями. 138 выпускников колледжа обучаются в России и Монголии. Колледж имеет договоры сотрудничества со многими творческими вузами страны и Монголии. Нам удалось сейчас, вот за последние несколько лет, увеличить число желающих поступать в колледж. То есть у нас конкурс растет. То есть рисковые выдаватели. Альма-матер прославленных композиторов, певцов, музыкантов, художников, хореографов отмечает юбилей. Здесь не считают года. Ведь самое важное, что будущее бурятского искусства в надежных руках и голосах. А значит, мы еще не раз услышим наши имена на большой сцене России.
Татьяна Георгиевна Давыдова. Хореография и постановка Татьяна Давыдова. Мы продолжаем и вновь и немного истории. Дирижерское хоровое отделение традиционно было сильным, поскольку у его истоков стояли приезжие музыканты, выпускники московских и ленинградских консерваторий. В 50-е годы существовала очень тесная связь с театром оперы и балета. Главные хормейстеры Хмельнов, Маймеску сочетали работу и в театре, и в училище. Супруги Эпштейн подняли профессиональную планку, создали смешанный, а позднее и сводный хор училища. Сегодня на сцене их музыкальные, так сказать, внуки и правнуки. Хор дирижерского хорового отделения, руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Полякова, вокальный ансамбль, руководитель Майдар Дамбаев и хор вокального отделения, руководитель Александр Саможапов. И вновь для вас музыкальный подарок. Колумбийская народная песня «Пренде ла Велла» исполняет хор вокального отделения, солист, студент 4-го курса Батажаб Садаев, руководитель Александр Саможапов.
Бажрат Сагаев, хор вокального отделения, руководитель Александр Саможапов. Музыка Валентина Левашова, слова Николая Палькина. «Соловьи России», солисты Жамсо Бамбагаев, Аюр Юсудуров, Цирен Немаев, Заята Раднаев, концертмейстер, заслуженный артист Республики Бурятия Саян Манджигеев. Я в свете
подходит к завершению наш сегодняшний праздник. И, конечно же, хотелось бы предоставить слово и пригласить на эту сцену директора колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского Баира Борисовича Турбянова. Худшин амарманды хундута не тоарсит, хундута манай ажалы ветеран гуд, хундута манай элшит, хамта ажалшит, хундута манай не тоаркет. Мунудыр иха манай колледжин иха дымрылтеудыр. Инна жил хойрминга хорендымо жил биде манай бакшынар, манай оютут, бухи сойлы ажалшит. Колледжин зохёгдыгор, ерин жылын эмбайра юкты жвеніпті. Тегет инна эмбайра хунзан тео хувалсы же. Ямар бол жвеніпті, ямар ажыл я бол жвеніпті же, хунзан тео хувалсы же. Тусып та эмбайніпті, тегет бил нын турун кылхыянып. Ажылай ветеран бұтта байыр байысқыны их усот. Илурынка олын жылсо, ания байырлу жавхайтне хусыныве. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые наши ветераны. Сегодня мы открыли фестиваль искусств ArtNext 2021, посвященный нашему юбилею. И прежде всего я хочу выразить глубокую признательность и благодарность и пожелать самые добрые пожелания крепчайшего здоровья, отличного настроения, теплоты, забот ваших близких, нашим ветеранам, которые здесь сегодня присутствуют. Давайте их поаплодируем нашим ветеранам. Всю неделю мы будем радовать наших коллег, наших ветеранов своим творчеством, своими новыми проектами, которые мы заложили в этом году. И сегодняшний концерт мы посвящаем именно нашим ветеранам, нашим тем людям, которые заложили основы развития художественного образования и профессионального искусства нашей республики. Я выражаю благодарность всем нашим коллегам, всем нашим друзьям, партнерам, которые помогают в этот непростой период проводить наши юбилейные торжества. Желаю всем приятного просмотра. Мы сегодня завершаем наш юбилейный первый концерт. И вся неделя впереди. С праздником, друзья! Но это еще не все. Давайте сейчас мысленно пожелаем всем вместе колледжу здоровья, благополучия, успехов, покорения новых вершин, ну а всем нам новых встреч с прекрасным искусством. Музыка Лудупа Ачирова, слова Туяны Лыгденовой, посвящение колледжу. Исполняет Лудуп Ачиров, Тулма Сунрапова, Адиса Цеденова, Эрдени Мункуев и бойсбенд For You. Встречайте аплодисментами. Премьера песни. Степной зарей согретая душа, Бурятии моей мелодии играет. В стенах твоих и силу обрела дорогая мечта, что небо покоряет. И выше всех мечта моя зашла. Наш колледж дарит ей полет и силу, успехов учеников себя жива. А колледж история и слова, а колледж история и слова. Пусть пылают и гаснут года, наш колледж ты с нами, и это награда. Пусть ярче сверкают всегда имена талантов тобой возвращенных. Пусть пылают и гаснут года, наш колледж ты с нами, и это награда. Пусть ярче сверкают всегда имена талантов тобой возвращенных.
искусств имени Петра Ильича Чайковского. Открывается новая страница нашей летописи, где ждут нас победы и успех. Пусть всегда в нашем колледже будет доброжелательная и творческая обстановка. Пусть всегда в нашем колледже соревнуются ум и эрудиция, смелость и сообразительность, талант и поиск. С праздником вас, дорогие друзья, уважаемые гости, педагоги, студенты и, конечно же, наш любимый зритель! Счастья вам, здоровья, удачи, творческих успехов! С днем рождения, колледж искусств, с юбилеем! Ну а мы говорим вам до свидания, до новых долгожданных встреч!